Есть у нас решение арбитражного суда, определение, почему мы не оплачивали. Директор 42-й школы Вадим Матюшин и представить не мог, что из-за мусора его учебное заведение окажется в списке злостных должников. Согласно выставленным счетам, школа должна рекоператору почти 180 тысяч рублей. Но Вадим Матюшин с суммой не согласен. Гринта выставила практически 164 тысячи, то по факту вывоз мусора был осуществлен на 90 тысяч. То есть и лимиты у нас 90 тысяч, они заложены. Прежние условия, сколько вывезли отходов, столько и заплатили, устраивало всех, но в счетах от Гринты совсем другие суммы. Начисление зависит от количества учеников. Директор неоднократно писал письма в Гринту с просьбой пересмотреть расчет объема вывоза мусора, но в ответ повестка в суд. В списке злостных неплательщиков не только 3 школы Автограда, но еще и торговые центры, управляющие организации и индивидуальные предприниматели. И, как уверяет мусорная компания, их общий долг составляет более 2 миллионов рублей. Челнинцы обратились в торгово-промышленную палату города. По словам ее руководителя Фарида Башарова, они намерены встать на защиту должников и обратиться в правительство. Нужны изменения в федеральном законодательстве. По факту, с нашей точки зрения, торгово-промышленной палаты, мусорная реформа провалена. И она не достигает тех целей, ради чего было затеяно. Гринта обслуживает всю восточную зону Татарстана. Здесь около 2 миллионов человек. Свою позицию в этом вопросе они объясняют так. Норматив по учебным заведениям 0,53 кубометра на одного учащегося. То есть здесь мы, опять же, действуем в рамках правового поля, в рамках существующей нормативно-правовой базы. Здесь каждый расчет у нас обоснован, отражен в договоре и, соответственно, подлежит оплате. В управлении Федеральной антимонопольной службы нам сообщили, к ним из Челнов жалоб не поступало, пока региональный оператор прав. Сейчас ситуация такая, что все должны действовать по закону. Мы проверяем, чтобы рекоператоры не злоупотребляли, действовали в рамках того законодательства. Я думаю, что когда будут скорректированы нормативы, когда уже будет понятно, что этот норматив приближен к реальному действительно образованию, то эта проблема снимется. Все готовы платить за уборку мусора, но только за те объемы, которые производятся по факту. Сейчас директор 42-й школы намерен обратиться в суд с ответным иском. Альбина Валиева, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.